Люди категорически отвергли идею перехода на двухступенчатые выборы. Люди хотят, чтобы главу городского округа Балашиха выбирали все люди общенародным прямым голосованием. И это было высказано однозначно и без всяких, так сказать, экивоков. Мы не успели, как говорится, отгреметь бои этих публичных слушаний, как Совет депутатов назначает новые публичные слушания на 12 марта этого текущего года. И тихонечко, подчеркиваю, вводит еще одну поправку. На сегодняшний день, как вы, видимо, знаете, устав городского округа Балашиха предполагает избрание депутатов Совета депутатов, у нас их 25, по смешанной системе. Смешанная система — это значит, что 50%, то есть 12 человек, будут избираться по одномандатным избирательным округам, а 13 человек будут избираться по партийным спискам. То есть в 12 округах будут голосовать за конкретного человека, за Петрова, Сидорова, Горячего и любого другого, кто выдвинет свою кандидатуру. И на этих же округах, то есть на избирательных участках, будет второй бюллетень, где не будет написано Петров, Сидоров, а будет написано Компартия Российской Федерации, где будет написано там другие партии. И человеку предстоит выбирать не из людей, а из партий. Естественно, партии определяют партийный список. Кто пойдет по этому списку первым номером, вторым, третьим. И набрав определенное количество процентов голосов, значит, соответственно, от партии будет проходить такое же количество человек. Вот это так называемая пропорциональная система выборов. На сегодняшний день у нас действует именно эта система. То есть 50% должно избираться по 12 одномандатным округам, а 13 человек по партийным спискам. Так вот, поскольку авторитет партии «Единая Россия» так сказать, ежедневно падает, и сейчас идти под знаменем «Единой России» это означает, как признать все те поражения, которые потерпела эта партия и на предыдущих выборах в Госдуму и в Московскую областную думу, и ряд других неуспехов, значит, идти под флагом этой партии невыгодно. Поэтому, опять же, лицо неустановленной принадлежности предлагать следующую поправку. То есть перейти на мажоритарную систему, но по 5 пятимандатным округам. Что это означает? Это означает, что территория городского округа Балашиха, если эта поправка будет принята, будет поделена на 5 избирательных округов. На каждом округе будет избираться 5 депутатов. Тут приходит избирательный участок, а ему дается бюллетень, в котором 40 фамилий, понимаете? 40 фамилий. И несчастный избиратель начинает искать глазами неизвестную фамилию. Он доходит до 6-й или 7-й и говорит: ну к чертовой матери, поставлю я галочку вот здесь. Ставит галочку вот здесь и бросает бюллетень. А вообще надо поставить 5 галочек, потому что по каждому округу будет избираться 5 депутатов. Но может быть и другая ситуация. Смотрит человек на избирательный список, ага, Петров, знаю такого, когда я ему галочку поставлю, да, Сидоров, я этого знаю, Горячего, знакомый малый, и здесь ставлю галочку. И так ставит, и поставил 7 галочек. А депутатов-то избирается всего 5. Избирательная комиссия этот бюллетень признает недействительным. Вот так будет работать эта система. Поэтому мы приступаем против, значит, перехода на многомандатную систему из 5 округов. Итак, чтобы было понятно, что против чего же протестуют коммунисты и наши союзники. Против того, чтобы избирать главу двухступенчатой системы выборов, и чтобы, значит, перейти на многомандатную мажоритарную систему. Мы хотим, чего мы хотим? Мы хотим, чтобы главу избирать всенародным голосованием, и мы хотим, чтобы выборы были 50 на 50. То есть 12 депутатов, чтобы избирались по одномандатным округам, где человек голосует за конкретную фамилию. И 13 человек избиралось по партийным спискам, где человек по второму бюллетеню голосует за понравившуюся ему политическую партию. Ну, надеюсь, что присутствующие здесь будут, конечно, голосовать за Компартию Российской Федерации. Таким образом, товарищи, вот такая перед нами стоит проблема. Организаторы публичных слушаний понял,